Президент Сооронбай Жээнбеков по дороге в город Исфару встретился с сельчанами Баткенской области в селе Аксай, где местные жители смогли задать президенту волнующие их вопросы. На встрече глава государства напомнил, что ситуация на границе находится под его контролем и соответствующие органы исполняют поручения главы государства. Перекрестный участок кыргызско-таджикской границы между Аксайским Айлок-Мыту Баткенского района и Таджикон сельского совета Варух города Исфары стал местом встречи президентов Кыргызстана и Таджикистана. Тепло поприветствовав друг друга, президенты представили членов официальных делегаций двух стран. Затем вышли к жителям, где в дружеской обстановке состоялся плодотворный диалог с представителями советов старейшин двух народов. Несомненно, сохранение мира и согласия имеет обоюдный интерес. Жээнбеков и Рахмон отметили, что готовы объединить усилия для того, чтобы принять конкретные меры для решения всех проблем на границе. Из уст глав государств прозвучали слова о том, что страны высоко дорожат своей многовековой дружбой. Уважаемый Эмомали Шарипович, уважаемые друзья, братья, салам алейкум, искренне рады видеть нашего брата, наших друзей, братьев, таджики, кыргызы. Они всегда жили дружно, мирно. Они веками. У нас есть узы дружбы, которые невозможно оторвать. Оторвать невозможно. Но, к сожалению, бывают случаи, инциденты, и это все должно остановить. Добрые соседи, которые живут мирно, существуют. Это уже Богом дано, это воля Аллаха. Воля Аллаха. Соседи не выбирают, соседи дает Бог. Поэтому хотим мы, не хотим, мы должны жить мирно. Мы должны всегда друг к другу с пониманием относиться. И вот сегодня будем в Исфаре, в том чемпионате, политическая воля есть. И я думаю, мы надеемся, что те проблемы, которые у нас есть, были. С помощью Божией мы будем решать. А вам я желаю, чтобы всегда мирно вместе жили. Вам спасибо большое. В своем обращении Эмомали Рахмон отметил, что солидарен с Сооронбаем Жээнбековым и что решать вопрос нужно исключительно путем компромисса. Все вопросы, все споры надо решать путем диалога, переговоров. Я говорю из горького опыта, который мы пережили, ужасы гражданской войны. Так? Более 157 тысяч убитых. 50 тысяч детей остались вообще без родителей. Вот Сооронбай Шарипович, мы договаривались, что все вопросы будем решать именно путем переговоров, диалогов. Так? Да, будем. Где-то надо идти на компромисс. Приветствую я своего брата. Затем главы государств направились в Исфару для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества. Безусловно, вопросы делимитации, демаркации государственной границы в приоритете повестки дня. Обращаясь к своему коллеге, Жээнбеков отметил, что рассматривает встречу как историческую. От простого к сложному. Следуя этому принципу, Жээнбеков призвал коллегу вместе создать из границы ворота созидания, мира и благополучия. После распада Советского Союза не был завершен до конца раздел границы. Между жителями приграничных районов двух стран часто возникают конфликты. Но, тем не менее, Таджикистан и Кыргызстан много раз проводили переговоры о демаркации и делимитации границы за последние несколько лет. В результате неоднократных попыток подтверждались намерения установить в кратчайшем времени официальные границы. Но есть и положительная сторона. Отмечается, что с 2010 года число инцидентов на границе существенно сокращается. С 2010 по 2019 годы на кыргызско-таджикском участке государственной границы зафиксировано 155 пограничных инцидентов. В 2010 – 24 инцидента, в 2011 – 18, в 2012 – 18, в 2013 – 19, в 2014 – 32, в 2015 – 10, в 2016 – 11, в 2017 – 10, в прошлом году 7 и в этом году 6 инцидентов.
Основной причиной пограничных инцидентов остается незавершенность процессов делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. На сегодняшний день из менее чем 1000 километров совместной границы с Таджикистаном межправительственной паритетной комиссии описаны свыше 500 километров или 54%. При этом 46% совместной границы или 450 километров, проходящие по густонаселенным пунктам, до сих пор не описаны. Практически на этих участках граница охраняется по фактическому пользованию территориями. Как считают политологи, для того, чтобы объединить и защитить национальные интересы двух стран, нужна политическая воля глав государств. И эта политическая воля проявляется во всех действиях с обеих сторон. За 28 лет с момента обретения независимости приграничные вопросы на уровне президентов не решались. Эта встреча глав государств даст новый импульс для конкретных действий. Если президенты встречаются, это не значит, что они возьмут карты, будут делить, ставить там, здесь делимитировать, потом здесь будем так делить. Нет. Рабочие группы у нас работают, как только у нас получили самостоятельность, в Таджикистане началась гражданская война. Им не было, не до этого вопроса было. Но как немножко уже стали на мирные рельсы, уже переговоры рабочей группы встречались, обсуждали эти вопросы. Многие участки уже описаны, которые каких-то особых не вызывают споров. А вот где густонаселенная часть осталась Ферганской долины, вот у нас Баткенская область, Сокская область Таджикистана. Вот здесь есть моменты. При этом нельзя ограничиваться только президентской встречей, говорит другой эксперт. Ведь львиную долю работы предстоит выполнить на уровне правительства, считает другой политолог. Самое главное все-таки политическое решение между руководителями двух государств. Да? Далее межправительственные комиссии, они согласуют линию государственной границы и, собственно, ведут переговоры на основе имеющихся документов, приходят к согласию. А потом парламенты обоих государств должны принять соответствующие законы, да, об установлении линии государственной границы. И это серьезная такая задача, как проляжет линия между Таджикистаном и Кыргызстаном и как пройдет линия границы вокруг таджикских анклавов на территории Кыргызской республики. Поэтому, да, здесь надо решать, да, как будет. Это будет обмен территориями, какими территориями и так далее. По мнению Шарадиля Бактуголова, проблемы с границами существуют во всем мире. И для того, чтобы прийти к взаимопониманию, требуется немало времени. А с международной точки зрения, если мы смотрим, такие же споры есть между Узбекистаном и Таджикистаном, с Туркменистаном, между Китаем и Пакистаном, между Китаем и Индией, между Индией и Пакистаном, между Китаем и Японией, Вьетнамом, Таиландом. Если мы смотрим европейскую часть, то это есть такие же пограничные споры с, например, на территории Сербии есть Косово. А на сегодняшний день, да, существуют десятки замороженных конфликтов, в основе которых лежат территориальные споры. На этом переговоры глав государств не завершаются. Они будут продолжены уже на территории Кыргызстана. Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон направились в город Чолпан-Ата, где состоится активная дискуссия по самым актуальным вопросам сотрудничества двух стран. Айгерим Бараканова, Бактурсун Дүйшенбеков, Ала-То, 24.